Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу «Про спорт». В Карачаево-Черкесской республике завершились всероссийские соревнования по боксу среди юношей 13-14 лет на призы «Спартака», посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 20 субъектов России. Представитель Ингушетии Ислам Боков в весовой категории до 40 килограмм занял первое место и путевку на первенство России, а также персональную награду «Кубок за самый зрелищный бой». Кроме того, в категории до 66 килограммов бронзовую медаль выиграл Рамазан Яндиев. С 12 по 16 апреля впервые в Ингушетии пройдет фестиваль боевых искусств, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Масштабное мероприятие пройдет на арене Дворца спорта «Амагас» имени Берда Евлоева. В фестивале примут участие более 800 спортсменов из разных субъектов России. Соревноваться они будут по таким видам спорта, как кикбоксинг, боевое самбо, всестилевое карате, комбат, самооборона и ингушское национальное боевое искусство шот-санлат. Торжественная церемония открытия и культурная часть фестиваля состоятся 13 апреля. Президент Федерации ММА Ингушетии Ваха Шанхоев признан лучшим тренером 2024 года. Ежегодная церемония награждения Союза ММА России состоялась в Москве. На мероприятии присутствовали тренеры, спортсмены, судьи и представители региональных федераций. Победителей выбирали в 10 номинациях, в 2 из которых триумфатором стала Республика Ингушетия. В номинации «Лучшая окружная федерация» отмечена Ингушская региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства ММА». Ваха Шанхоев возглавил федерацию в конце 2019 года, когда этот вид спорта в нашем регионе только начал прогрессировать. Молодой и амбициозный президент региональной федерации пересмотрел работу сборных команд республики и дал ММА в Ингушетии новый импульс роста. 6 апреля на стадионе имени Магомеда Парчиева в Магасе прошли студенческие командные соревнования по игре в крикет среди студентов-индусов медицинского факультета Ингушского госуниверситета. Цель соревнований – популяризация крикета, привитие навыков здорового образа жизни в студенческой среде, повышение интереса к регулярным занятиям спортом и физкультурой. У нас сегодня в гостях многократный чемпион России по кикбоксингу, чемпион Европы и победитель Кубка мира Ислам Муталиев. Ислам, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Приветствую тебя в студии программы «Про спорт». У тебя много достижений в кикбоксинге. Ты 6-кратный чемпион России, победитель первенства мира, многократный чемпион Европы. Ну, можно перечислять долго. В самом начале для наших телезрителей расскажи свою историю, как ты пришел в спорт. Это было еще очень давно. В 2004 году я уже пришел в секцию бокса и кикбоксинга у нас в селе. Как только мой первый и единственный тренер, который сейчас там преподает, Утаев Адам, пришел туда из Барсукова, он переехал туда. И с 2004 года я уже занимаюсь этим видом спорта у Утаева Адама. И до этого как-то увлекался дзюдо, где-то там, где-то здесь. А вот уже с этого момента я уже здесь. И в этом направлении боксирую и кикбоксирую. А почему именно кикбоксинг? Что понравилось? Дзюдо что не понравилось и почему ты выбрал? Не сказать бы, что дзюдо не понравилось. Было очень мало лет. Ездил я с братьями. После того, как они уже перестали тренироваться, туда ездить. Одному туда ехать было нелегко. Ну, можно сказать, так сложились обстоятельства, да? Можно так сказать. Ну, удачно сложились, да, судя по результатам да, в кикбоксинге. Расскажи о последних соревнованиях, в которых ты принял участие. В конце прошлого года у нас проходил чемпионат России в городе Кемерово. Все получилось, как мы и догадывали, как мы и хотели. Были сборы перед чемпионатом России несколько раз. И вот последний результат. С кем выступал? В финале выступал с Москвой, с Ингушом. Встретились в финале. Наверное, это впервые, чтобы в таком весе, в тяжелом весе встретились 2 ингуша в финале. И чуть-чуть поделили между собой, можно так сказать. Как долго ты готовился к этим соревнованиям? У нас были 3 сбора. В начале года, в январе, как и сейчас в этом году, у нас были 3-недельные сборы, объемные, в составе сборной России в Кисловодске, на Высокогорье, надышались.
После этого летом были трехнедельные также сборы в Крыму. В этом году, говорят, будет в Сочи. И в конце Подмосковья мы уже готовились к самому чемпионату России. Там уже оставалось 10-12 дней. Когда я оттуда вернулся, подошел, уже дома чуть-чуть отточил дальше со своим личным тренером и стартанули, можно так сказать, к чемпионату России. Слава, вот ты сказал, с 2004 года уже упорно занимаешься этим видом спорта. Это десятки соревнований, да, в которых ты принял участие. На твоей памяти, какие соревнования, какой соперник, какой противник запомнился тебе больше всего? Больше всего по сложности. Да. У нас проходил чемпионат Европы в Испании в 2014 году. Я туда поехал, впервые перешел из юниоров в взрослую, и первые мои старты были. И я не знал, но я вышел в финал, провел 2 боя, вышел в финал. Со мной в финале встречался русский по национальности, но живущий уже давным-давно в Германии, с тех времен, где войны, наверное, у него деды там все остались, и он был русским, но уже говорил, что, по-моему, 11 или 10 лет он на международной арене никому не проигрывал. А я этого вообще не знал, мне не говорили, хорошо, что не сказали. Я вышел и вел бой. Вел все 3 раунда, и в конце там 2-1 судья отдает из-за предпочтения тому, что он столько лет в первом номере, и с того момента он ушел. Завязал, чемпионат Европы для него был последним, наверное. И вот этот бой для меня запомнил. Я хотел сделать реванш, у меня был согласован бой по профи с ним, в АКО-ПРО, среди профессионалов 12 раундов должен был отбоксировать. Но в конце у нас с визой не получилось, и мне отказали, и я не получился у меня поехать в Германию. Вот 14 год я помню, точно, а вот числа я месяц не помню, если честно. Ислам, расскажи, в каком зале ты тренируешься и какие наставления тренер дает перед соревнованием? Вот, у нас сейчас мы тренируемся и тренировались в первой школе, сейчас там новая школа построена в Газиюрте. И хорошие отношения с директором и были с директором, которая была, и сейчас там, по-моему, школа для инвалидов, можно так сказать. И там сейчас новый директор Тичевец и Кажева, тоже хороший человек, с ним мы нашли общий язык и тренируемся так. Перед каждым стартом у нас там такого вот каких-то секретов особо нет, потому что уже давно в этом виде спорта, давно выступаем. Готовимся к каждому сопернику, ищем какие-то его слабые стороны, делаем акцент на это, делаем на свои сильные стороны акцент. И вот по чуть-чуть созваниваемся, когда личный тренер со мной не может выезжать. Вот в прошлом году на чемпионате России он не смог поехать со мной. И бывает так, что мы в каждому сопернику подготавливаемся по особому. Да. А много ребят там тренируются? У нас в зале, вот, когда все уже приходят, там очень много детишек и взрослых, которые сейчас у нас есть парень, который готовится к первенству России в Дагестане, он должен пройти, по-моему, в мае месяце. У нас должен состояться всероссийский турнир, по-моему, в РСБ, сейчас 12 апреля. Точные числа я не знаю, с какого, или с 9 или с 12 апреля. И там он должен выступить. Так, детишек очень много. Вот на этой республике у нас было 10-11 человек, 2 первых места, несколько призовых мест. Хороший результат показали подрастающее поколение. Ислам, а как часто получается выезжать за пределы на сборы, на тренировки? У меня вот практически за год 3-4 сбора, где-то в месяц они выходят. И 5-6 месяцев, можно так сказать, за год я уже бываю не дома. Там разъезды, переезды, там УМО, медицинские обследования, которые нужно проходить каждый раз, за каждые полгода. Практически в полгода, можно так сказать, что я бываю за пределами республики. Ислам, что бы ты хотел сказать молодым ребятам, спортсменам, начинающим? Всегда есть на пути там очень много сложностей. Не сказать бы, что сегодня ты пришел в зал, и завтра ты станешь кем-то, или чемпионом там, СКФО даже. Всегда есть очень много сложностей, которые нужно переболеть,
ощутить на себе, взять из этого больше опыт и Сделать выводы да, определенные. и показать, на что ты способен. Нету такого, что ты пришел и есть индивидуальные люди, которые очень, у нас в зале тоже были очень техничные ребята в моем поколении, которые просто не хотели тренироваться. Строгая дисциплина, вера в тренеров и в то, что он говорит, и достигать своих целей. Слам, какие планы на будущее? В ближайшее время какие-то соревнования планируются? И какова твоя цель? Есть ли цель перейти в профессионала? В ближайшее будущее, вот мы ждем сейчас в мае точных результатов переговоров, что нас пустят на международную арену. И есть большая вероятность, что мы выступим на международной арене. Где, когда, зачем, точно не могу сказать, потому что нет такой четкой ясности. А по профим тоже есть некоторые моменты, есть кое-какие предложения. Мы ждем конкретных вызовов и посмотрим. Далайта Бахлапа, желаю удачи, успехов в спорте. А теперь дайджест спортивных новостей мира и России. Футболисты московского ЦСКА дома со счетом 3-1 обыграли столичное «Динамо» в матче 23-го тура «Мир» российской премьер-лиги. Встреча прошла на веб-арене. Петербургский «Зенит» со счетом 81-77 победил московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. Футболисты московского «Спартака» в гостях со счетом 3-0 обыграли Ростов в матче 23-го тура «Мир» российской премьер-лиги. Встреча прошла на Ростов-арене. Россиянка Екатерина Александрова обыграла китаянку Джэнь Циньвэнь в четвертьфинальном матче турнира женской теннисной ассоциации WTA в Чарльстоне, США, штат Южная Каролина. Абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Дмитрий Бивол планирует провести следующий бой в конце года в Саудовской Аравии. На этом наша программа подошла к концу. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.